30 сентября средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,22 сомони за $1, курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль, курс сомони к евро составил 9,99 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,22 до 9,90 сомони, 1 евро от 9,9901 до 9,80 сомони, 1 российский рубль от 0,1678 до 0,17 сомони. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются, третий квартал они могут завершиться также в минусе впервые с 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Цена нефти марки Brent снизилась до $86.87 за баррель, марки ВТИ до $80.95 за баррель. Стоимость золота растет в пятницу утром и достигает уровня в $1674.60 за тройскую унцию, но по итогам всего заканчивающегося сегодня третьего квартала может показать снижение. Как и во втором квартале, а совокупное удешевление драгметалла за эти полгода может превысить 15%. Об этом свидетельствуют данные торгов. Генеральный директор Азиатского банка развития по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков заявил о высоком риске сокращения денежных переводов таджикских трудовых мигрантов из России из-за объявленной российским руководством частичной мобилизации. Отвечая на вопрос корреспондентов на виртуальном пресс-брифинге вчера, 29 сентября, он сказал, что возвращение большого числа таджикских мигрантов с российским гражданством на родину негативно отразится на приток денежных переводов в республику. Представитель АБР отметил, что на территории России проживает и работает более 1 миллиона граждан Таджикистана, из которых примерно 200 тысяч человек имеют двойное гражданство. И несмотря на дороговизну билетов, многие намерены вернуться, либо уже вернулись в Таджикистан. Нам сказали, что билеты на самолет и железнодорожный транспорт подорожали. Стоимость билета из Москвы в Душанбе в одну сторону оценивается в $10 тысяч, добавил Жуков. Между тем, в распространенном накануне очередном докладе Европейского банка реконструкции и развития говорится, что денежные переводы из России в Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан продолжают поступать в значительных объемах, так как растет спрос на услуги трудовых мигрантов. Отметим, что таджикские власти отказываются предоставлять представителям СМИ данные по денежным переводам, хотя никаких законодательных ограничений не существует. Министр экономического развития и торговли Таджикистана Завхи Зуда принял участие и выступил на 21-м заседании министров экономики и торговли Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщили в пресс-центре Минэкономразвития Республики Таджикистан, заседание проходило 28 сентября под представительством министра коммерции Китая Ван Вантао в формате видеоконференции. В заседании приняли участие министры экономики и торговли стран-членов ШОС, в том числе Таджикистана, Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России и Узбекистана. Завхи Зуда в своем выступлении отметил, что внешнеторговый оборот между Таджикистаном и странами ШОС за первое полугодие 2022 года составил 68%. Более 60% товарооборота Таджикистана приходится на страны региона ШОС, а крупнейшими торговыми партнерами Республики Таджикистан являются именно страны-члены ШОС, в том числе Россия, Китай, Казахстан, Узбекистан, Пакистан и Индия. С целью расширения сотрудничества на данном заседании был представлен ряд предложений, в том числе расширение сотрудничества в направлении цифровой и зеленой экономики, электронной торговли, создание промышленных, сельскохозяйственных предприятий, увеличение объема экспорта, особенно экспорта экологически чистой сельскохозяйственной продукции Таджикистана в страны-члены ШОС, дальнейшее развитие связей в транспортно-инфраструктурном секторе, логистике, туризме и других приоритетных направлениях. Азиатский банк развития разрабатывает пакет поддержки 4 стран азиатского региона – Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Пакистана. Об этом сообщил генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков. По его словам, создание фонда антициклической поддержки этих стран предполагает обеспечение социальной защиты бедных и уязвимых групп, содействие продовольственной безопасности и ценовой стабильности, поддержку занятости и малый и средний бизнес. АБР повысил прогноз экономического роста в Таджикистане на этот год до 4% с 2%, прогнозировавшихся в апреле текущего года, а прогноз роста на 2023 год улучшен с 3% до 5%.
Ранее, в феврале этого года, постоянный представитель АБР в Таджикистане Шейни Кэмпбелл говорила, что в 2022 году республика получит от данного института финансовую поддержку в размере $193 миллиона на безвозмездной основе. Постпред АБР подчеркнула, что рассматривается выделение Таджикистана в течение ближайших 3 лет $465 миллионов. Она напомнила, что в 2021 году была одобрена новая 5-летняя стратегия партнерства со страной на 2021-2025 годы, которая направлена на повышение качества экономического роста страны. Кэмпбелл отметила, что стратегия фокусируется на 3 стратегических приоритетах. Это структурные реформы для улучшения распределения и мобилизации ресурсов, повышение производительности труда за счет развития человеческого капитала и содействия повышению уровня жизни за счет инвестиций в наземную экономику.